Сотрудничество с Матенедаран и доступ к древним рукописям позволит восполнить многие пробелы глубокой истории ингушей, восстановить некоторые письменные памятники ингушской истории и даст возможность создать каталог древних рукописей и архивных документов. Ученые ИНГУ смогут работать с первоисточниками, проводить с сотрудниками фонда Матенедаран исследования и реализовывать совместные проекты. Исследователи Ингушского университета получат доступ к электронному каталогу древних рукописей и манускриптов армянского архива. Здесь на самом деле для исследователей ингушских, не только ингушских исследователей, работы непочатый край, что называется. Вот. И, значит, для этого необходимо очень много усилий еще будет приложить, безусловно, потому что основной фонд, который находится в Матенедаране, он на армянском языке, и на древнеармянском, и на среднеармянском языках. И даже сами армяне не очень, не специалисты, с трудом могут понять смысл этих рукописей. Поэтому надо быть очень серьезным и хорошо подготовленным профессиональным человеком, чтобы работать с этими рукописями. Ингушский госуниверситет в этом году отмечает 25-летие, юбилей. Значимый юбилей. И соглашение, которое мы сегодня заключили, оно не является случайным. Это фактически продолжение той научной работы, которую мы вели в течение последних 10 лет. Началось это все с проекта «Энциклопедия Ингушетии с древних времен по наши дни», которая плавно перетекла в сотрудничество с Институтом антропологии РАН. И в рамках проекта «Народы и культуры» мы подготовили, создали, можно сказать, подготовили и издали том «Ингуши». Сегодня соглашение, которое мы заключили, позволит нам углубить эти исследования, закрыть некоторые белые пятна нашей средневековой и древней истории, определить основные векторы развития древних наших предков ингушей, зоны их расселений. Заключение такого значимого договора является продолжением деятельности университета по изучению истории Ингушетии. Ранее на основе совместной деятельности с Институтом антропологии РАН реализован проект по созданию тома «Ингуши». В свою очередь, эта работа стала логическим продолжением проекта «Энциклопедия ингушей с древних времен по наши дни». Теперь, после подписания договора с Армянским фондом древних рукописей, ученые Ингушетии получат возможность копнуть глубже в летопись и хронологию развития народа. Самая ценная датированная рукопись Матенедарана — Лазаревское Евангелие 9 века. Как видите, это фотокопия. Оригинал находится опять в Матенедаране, но в хранилище в особых условиях. Директор фонда Матенедаран Ваан Тер Гевандян лично провел экскурсию для ингушской делегации по фондам института. Он выразил желание проводить совместные исследовательские проекты, международные научные конференции и форумы, пригласил ученых и исследователей Ингушского госуниверситета присоединиться к работе в фонде, в первую очередь историков, медиевистов и филологов. Кроме армянских рукописей, у нас хранятся также и на других языках рукописи. Их примерно 4000. Из этих 4000 примерно 3000 на, так сказать, арабографические, то есть на арабском, персидском, османском, турецком, а также в малом количестве на чагатайском, например, то есть древнеузбекском и так далее. И еще маленькие коллекции на других языках, как на греческом, на сирийском, латыни, эфиопском, на грузинском, многих других языках. То есть все вместе получается примерно 20 тысяч рукописей на армянском и на других языках. Кроме того, у нас есть большой архив документов, насчитывается несколько сот тысяч таких документов, начиная с XIV века по XX век. Следующим шагом к расширению научного сотрудничества с Арменией станет заключение соглашения между Ингушским госуниверситетом и Ереванским государственным университетом. В рамках поездки планируется ознакомительная встреча с руководством вуза в целях подготовки договора о сотрудничестве. Хадия Добриева, Новости 24.